наказ народа бар еді. Наказ народа да, демек, анда кесен-кес yazılған еді. Біріншіден, демек, бүтін халқына өзветанына қайтармақ. Екінші мәселесі, демек, девлетчілікні тіклемек. Ве соңдан, демек, әрбішіні мүмкін olur еді. Демек, егер девлетчілік олса, әлбетте, бұл әрбіші бағылы. Топонимикада қайта, мектеплерде açıла, ве иляхри. Не всегда мы были малочисленными. Было время, когда крымские татары на своей исторической родине были многочисленными. Если мы возьмем послов Франции, они в XVIII веке писали, крымские татары составляют порядка 3 миллионов человек. Это еще до присоединения Крыма к России. 3 миллиона. И мы прекрасно понимаем, куда ушли эти 3 миллиона. Сейчас, по официальным данным, 4 миллиона крымских татар проживает в Турции. А мы здесь, да, мы сейчас составляем небольшой, где-то диаспору. Так получилось, на исторической родине нас осталось в меньшинстве. Мы остались в меньшинстве. Но я надеюсь, что со временем эта ошибка будет исправлена. По крайней мере, мы видим, демографическая ситуация нам позволяет надеяться. Но в школе уже мы составляем где-то 25-27%. Если взрослое население где-то порядка 10-12%, то уже наших детей здесь становится все больше и больше. Теперь несколько слов об нашем образовании. Как я уже говорил, основная эта цель была возврат на историческую родину, но тогда между участниками национального движения поднялись споры, а стоит ли нам в Узбекистане заниматься образованием. Одна часть участников национального движения сказала категорически нет, хотя государство стало открывать для нас сперва в пединституте отделение крымско-татарского языка и литературы, а затем уже в нескольких школах, насколько я понимаю, в 3 школах, сперва был это факультатив, потом это ввели в сетку, и преподавался крымско-татарский язык. Конечно, преподавание было на самом низком уровне, потому что депортированные учителя, преподаватели, они в первые же годы умерли. Ситуация была очень-очень тяжелой. И уже потом мы сами, я отношусь вот именно к той плеяде преподавателей, мы сами изучали свой родной язык и уже затем преподавали. Я являюсь одним из тех преподавателей, первых преподавателей, штатных преподавателей в Ташкентском педагогическом институте. Значит, сейчас несколько слов я хочу сказать об образовании за последние 20 с лишним лет, когда мы были в составе Украины. Мы, уже будучи там, в Узбекистане, издали 2 книги. Учебник для 3-го класса и учебник для 4-го класса. Небольшие книги. Но так получилось, что мы, когда вернулись в Крым, мы были в составе, Крым находился в составе Украины, и отдать должное, вот за этот период с большим трудом, но нам удалось создать все учебники по языку и литературе, начиная с 1 по 11 классы. И поэтому вот за последние лет так получилось, что я являюсь автором и соавтором учебников за 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы по крымско-татарскому языку. И, естественно, там уже, когда мы уже здесь открыли отделение, сперва это было отделение, а потом это в 2002 году стал факультет крымско-татарской и восточной филологии. Здесь уже мы на данный момент имеем почти все учебники по языку и литературе, как для школ, так и для высших учебных заведений. Да, они, может быть, и не совсем совершенные, но мы их совершенствуем, количество их увеличивается. Вот наглядным примером является вот эта книга. Она «Крым-татар популяр грамматикасы», популярная грамматика крымско-татарского языка. Вот буквально она издана была в течение последнего месяца. Так что работа идет в этом направлении. И у нас, кроме нашего факультета, есть же еще институт КИПУ. Там тоже пишут учебники, учебные пособия.
Я вам могу одно сказать. Пока наш язык не будет государственным, не на бумаге, а на деле, сохранить язык будет очень и очень сложно. Могу сказать, практически невозможно. Поэтому нам нужно делать все, чтобы был принят закон о функционировании языков на территории Крыма, где по Конституции написано, что наш язык является государственным, а в связи с этим, когда наш язык действительно будет государственным, будет создана языковая среда. Сохранить язык очень сложно, когда нет языковой среды. И на данный момент она отсутствует. Во-первых, когда будет создаваться этот закон, мне кажется, в первую очередь должны этот закон писать не политики, а специалисты, языковеды. Обращаю ваше внимание на то, что в Украине закон о государственном языке создавали политики. Когда я спросил у директора Института украинского языка, вы участвовали в создании этого закона, он сказал нет. Вот почему закон в Украине о государственном языке не работал. И на основе того, что он не работал, произошли межнациональные столкновения. И вы прекрасно знаете, чем это закончилось. Поэтому вот в Узбекистане точно такой же закон создавался. Там вместе с политиками, и точнее не только политиками, а в основном специалистами по языку создавался закон о функционировании государственного языка. Там проблем нет. Все, кто проживает на территории Узбекистана, знают государственный язык. У них нет межнационального разногласия, и, естественно, страна развивается нормально. Поэтому мне бы хотелось при создании этого... Кстати, я являюсь одним из разработчиков этого закона. У меня есть даже, да, в Узбекистане. Поэтому, когда наше руководство будет писать этот закон, мне кажется, они в первую очередь должны привлечь ведущих специалистов в этой области и представителей тех национальностей, которые здесь живут. Не только одной национальности, чтобы были учтены пожелания. Ну и потом, вы обратите внимание, там говорит, гарантирует. Что значит гарантирует? Он не обязывает. И вот если это сейчас в школах требуют, чтобы каждый родитель написал заявление, а когда он будет государственным языком, заявление писать не надо. Но я в любом случае обращаюсь к кырым-татарларына муражаат этем. Демек, эгер халк оларақ, миллет оларақ сакланып калажак болсаңыз, hiç olmaganda у аризаны языңыз. Языңыз, сіздің балаларыңыз, әлбетте, ана тіліне öğrenmek кереклер. Ана тілі olmasa, вы прекрасно сказали, одним из идентификаторов национальности является язык. Это, конечно, история, обычаи, традиции. К сожалению, мы не в достаточной степени знаем свою историю, а незнание истории в перспективе может привести к очень большим неприятностям. Вы знаете, тот народ, который не знает историю, у него нет будущего. Многое от нас зависит. Все-таки же программа программой. Но если мы не поймем одно, что мы детей должны учить своему родному языку, начиная с детства, с дошкольных учреждений, в обязательном порядке нужно однозначно, я считаю, создавать дошкольные учреждения на родном языке, в том числе и крымско-татарском языке, потому что языки очень хорошо изучаются вот именно в этот период. И, как правило, тот, кто знает много языков, он воспитывается, во-первых, в многоязычной среде, это раз, и второе, основа основ все-таки же это родной язык. Вот начиная, значит, с детских пеленок, это уже я обращаюсь к нашим родителям, те, кто имеет детей, вот они должны, к сожалению, получилось так, что мы в депортации, уже родилось, после депортации родилось 3 поколения. Вот первое поколение, которое вот выехало туда, они умерли, понятное дело. А вот после этого, это когда мы еще находились в языковой среде, родственной крымским татарам среди узбеков, мы еще сохраняли язык. Ситуация резко ухудшается здесь, в Крыму, потому что потеряна языковая среда. Здесь нет уже тюркских языков. Все мы говорим
на языке межнационального сохранение общения. языка стало более сложным. Сложным, намного сложнее. Мына біз айттық, devlet тілі қанунны шығармақ керек. Біріншісі. О бірінші. Анау қанун мejbur етер. Демек, не обеспечивает, а мejburi алда тек біздерді келді. Мында Қырымда яшаған жеми башқа халықлар, оны миқдарына бақмайып, 2 дәне оламы, 1000 дәне оламы, 1 миллион оламы. Улар епсі біздің тіліміз, devlet тіліні öğrenmek кереклер. Ана у вақыт, анау демек, тіл мұйты дейміз біз. Русша демек языковая среда, да дейлер. Ләкин Қырым татаржа тіл мұйытыны егер біз мында демек тешкіл етіп олсақ, у вақыт тіліміз сақланыр. Сіз, Рифат бей, сіз пек яқшы айттыңыз, демек судак олсын, демек уле мектеплер пек аз бізде. Ал башқа мектеплерде де, сіз бақың, мына бұл 42-ші мектепке барып бақың, яда уда милли мектеп сайыла. Милли мектеп дейміз ама, бізде бірдәне милли мектеп жоқтыр. Ана Украин жоқтыр. Не үшін десеңіз, милли мектепте bütün дерслер ана тілінде алып барылмақ керек. Бізде есе Қырым татар тілі ве Қырым татар эдебиятыны ана тілінде алып барсалар, қалған 20-25 предметні рус тілінде алып барсалар, уларны милли мектеп саялар. Уле олмамақ керек. Милли мектепте бірінші дерстен башлап, соңғы дерске ежек, физкультураға ежек, епсі демек бір тілде, devlet тілінде, Қырым татар тілінде алып барылса, ана у вақыт тіл ғайып оламас. Ана баба doğғандан, ау бала бақшаға бармаздан евел біле, сон бала бақшасы, сон демек башланғыш сыныптар ортасы. Тіл білмеyen ана бабайы öğretmek mümkün. Олар енді мектебе бармайжақ, бала бақшая gezmeyecekler. Олары не пайық? Білесіз ме, бұл меселеде Совет үкіметі демек келгенде, ау ликбезі деген бір демек курслар ашқан еділер. Анау мен белесем пек файдалы бір шей еді. Анау демек Совет үкіметінде язмаға, оқымаға білмеген адамларны 5-6 ел ішінде öğrеттілер. Hiç olmағанда демек öğrеттілер язмаға, оқымаға. Утанмаға керегі жоқтыр. Анау ликбезлерін бізге де Қырым татар тілінде тешкілатландырмақ керек. Кім yapmak керек о меселелер? Elbette men bölsem marifçilik sahasında çalışkan adamlar bu devlet tarafından. Elbette demek o til kanunu kabul etkende mına bu şeylerini de til kanununa kırgızmak gerek. Uğa maksus para ayırmak gerek. Uğa maksus hocalar hazırlamak gerek. Ana o vakit tek tilimiz saklanıp kalırlar. Biz şimdi demek serbest deyimiz ama ekseriyeti Kırım Tatarları mına meni yaşımda olganlar da biz Kırım'da ana tilinde mektepte okumadık. Lakin öyle oldu, bizim ana babalarımız öz tilini yaxşı bilediler. Şimdi bazı birileri Rus tilinde laf etmeye tırışarlar. Lakin ular ne ana tilini bile, ne Rus tilini temelinden bilmiyorlar. Bu demek mefkure tilge bağlılık. Ana o demek egel til olmasa mefkure şekillenmiyor. Ana o mefkure katıp kala. Ana pek yazık ki ben bunu Rusçaga çevirmeye istemeyim. Tokal degen sözünüz, ana o tokallık şundan peyda ola. Çünkü til mefkureni inkişaf ete. Mefkure tilini inkişaf ettire. Adam inkişaf ete. Eğer bu şey olmasa, yarı Rusça olsa, yarı Kırım Tatarca olsa, bu mankurt değiller. Mankurtlar bir kimsege keregi yoktur. Eğer 20. asırın başlarında ana ule adamlar demek yar cahil, yar tokal adamlar işke barıp Rusça aytkanda fizический tруд deyler. Kara demek emekle uğraşkan olsalar 21. asırda kara emek yoktur. Bunda hepsi kompüterle bağlı. Demek mefkureni inkişaf ettirmek için, kompüterlerden iş alıp barmak için tilini temelinden bilmek gerek. Bir vakit Kırım Tatarı Rus tilini Ruslar gibi bilmez. Ne için? Aytam, bazı birileri yok, biz onlardan yakşı bilemiz deyler. Bu demek süt, ana sütünden keçe. Ana o siz aytkanınız demek şu seslerini biz aytıp olamamız degeniniz genetika tarafından berile şu sesler bizge. Demek eğer yağlı boyu olsa ular kını aytıp olamaylar, kı yerde kı deyler. Eğer demek bu şeyler genetik cihetke de bağlı.
Я всегда обращался к представителям своего народа. Шымды де демек, сайгылы аркардашлар, біздің тіліміз, біздің миллетіміздің келешегі сіздің қолыңызда. Істейсіз демек руслашмаға, демек яда башқа миллетнің тіліне кечмеге япың. Лекен егер сіз демек бұл шейініге жидді бақсаңыз, ана балаларыңыздың келешегіні түшінсеңіз, миллетіңіздің келешегіні түшінсеңіз, әлбетте ерінмеңіз, барың, талап етелерім, yazың бір ариза. Керек олса, шу аризаны телевидение вастасынан біз сізге берейік, демек формасыны. Насыл шекілде язмақ керек олған. Бұл бір. Екіншіден, біліңіз, бұл сіздің ветаныңыз. Илеріде оле бір вақытлар келер ки, сіз ұтанырсыз, егер ана тіліңізді жойсаңыз. Демек, келешекте мен емінім ки, біздің демек юқары демек талиматларымызда, институтларымыз, университетлеріміз devlet тілінде, қырым-татар тілінде олacak. У вақытлары егер сіздің балаларыңыз тіліні білмесе, біз бұл тарихта кештік. Өзбекстанда, Қазақстанда, бір совет деврінде büyük адамларының балалары рус тіліне берділер де, өз ана тіліні ұныттылар. Сондан мecbur oldular. Demek bular ayrı hükümet olgan son, müstakil hükümet olgan son, mecbur oldular öz balalarına, öz ana tilini öğretmege. Öyle demek hatalarını yapmayıq, yazın arizanı, ana tilinizde malumatını alın. Ben bir şey daha aytmak isteyeyim. Elbette meni özüm demek, meni bir daha tekrarlayayım, 46 yıldan beri men Kırım-Tatar tilinden ders vereyim, 1970 seneden beri. Demek bir kunde tilini öğrenmek pek ağır. Şunun için demek bala bahçesinden başlap, ana Fontanı deysiz mi ya da Sudak'ta deysiz mi, ana o demek Kırım Tatarları kompakt yaşayan yerlerde bahçeler açın. Şimdi öyle şey yapmağa mümkün. Ana o bahçelerge demek terbiyecilerini, ana tilini bilgen terbiyecilerini alın. Balalarınız sondan kıyınlıkka uğramaz. Hem mektepte de, hem yukarı sınıflarda da, hem üniversitede ana tilinde al barmağa mümkün olur bütün derslerini. Вы понимаете, по-видимому, со временем вот эти печатные издания станут редкостью. А вот интернет, у него возможности безграничны. Вот мы уже начали в этом направлении делать кое-что. РГНФ, Российский гуманитарный научный фонд, выделил средства для электронного словаря диалектов крымско-татарского языка. Мы уже получили грант, и грант довольно солидный. Москва выделила средства в течение последних 2 лет, группа ученых, в том числе и я, мы создали электронный словарь северного диалекта крымско-татарского языка. У нас впереди еще есть и южный диалект, и средний диалект. Вне всякого сомнения, если раньше я уже говорил о том, что если в начале 20 века преобладал физический труд, то сейчас интеллектуальный труд. Вот те манкурты, они никому не нужны. Очень жаль, среди моего народа еще есть такие манкурты. От них пользы никакой не будет. Ни народу, ни обществу. Но я думаю, что они тоже будут в этом плане развиваться и будут пользоваться вот этими электронными средствами.